Ох-охо. Ну что, лужи, видите, да? Лужи. А в 5 утра был снег, лежал снег. Я там немножко поснимал, я проснулся сегодня рано, как бы от холода. Думаю, что за холод такой? Что, думаю, за холод, прихолод такой? Оказывается, снег выпал ночью. Ночью снег, ну рано утром. И поэтому вот задул ветер, как бы. Пожалуй. Ну, карась. 500 рублей килограмм, что ли? Нормально. Тубунок 300 грамм. 255 рублей. Молоко 156. Яйцо 150. Кефир 150 литров. Так, колбаска 1027 рублей килограмм. Ну, такие вот цены. Немножко пар такой идет. Сейчас уже день, но погода опять испортилась вчера. Так хорошо было. Солнечно было вечером в пятницу. А сейчас опять облака, так осенне все так. Короче, не очень. Лужи такие вот тут. Обходить их надо. Тут, кстати, что-то со стоками совсем плохо. Тут, хотя вот недавно это все тут сделали. Недавно сделали, но вода, она никуда не утекает. Она вот стоит, особенно вот здесь вот. Особенно вот здесь вот. Поэтому надо как-то аккуратно ходить. Вон человек там обходит сбоку. Человек обходит сбоку воды. Ну, вот. И что получается у нас? 21 сентября выпал в Якутске первый снег. Первый снег, он где-то, говорят, и в Магане выпадал, что недалеко от Якутска. Там аэропорт для малой авиации находится. Действует он, не действует, я же не знаю. Но там в советское время садились даже самолеты, которые на Москву летали, как был запасной аэропорт в Якутске. Ну, сейчас тоже он, наверное, как-то функционирует, я думаю. Так, хотя все рейсы, которые в Якутске снимают, допустим, да, из-за каких-то условий, их в Мирный направляют. В Мирный направляют. А Мирный это минут 40 лета от Якутска на большом самолете. Вот опять дорогу делают. И, кстати, смотрите, до Мину все-таки воздвигли довольно быстро. Сделали так. 5, 4, 3, 2, 1. Пошли. Так. Моя задача сегодня как бы до одного места добраться. Поэтому, в общем-то, буду так моментами включаться. Сейчас в магазин зашел. Грецкий орех по 400 рублей килограмм. Ну, он этот в скорлупе. Купил немного. И финик тоже что-то недорого. О, смотрите, тут как овощ, фрукт. Что тут у нас? Акция арбуз по 50. Картофель. Бок вот так прямо. Ну, сейчас сезон овощной, сентябрь, сегодня 21. Поэтому
продают. Надо вообще на ярмарку какую-то ехать, где там подешевле. Тут, смотрите, домину-то какой возвели. Вот это круто. Кстати, вот тут магазинчик «Стрелка». Тут недорого продают продукты, кому нужно. Вот в районе рабочего городка живет, поэтому ну, про него знают. Там даже яйцо 102 рубля. Вот это стоматология запряталась. Интересно. Наверное, платная. Тут я знаю, вот этот дом типа общаги, что-то такое. А вот этот дом уже он обычная квартира. А типа общежитская какая-то стала. Ой, общежитие. И далее, да, тут решетки на окнах у них. Ну, вот так вот у нас будет, короче, со снегом. Смотрите, будет вот так вот все время до середины октября где-то. То он выпадет, то растает. Ну, растает, выпадет вот так вот. Дождь со снегом. Тут качельки прикольные такие вот. Кстати, я что-то прочитал. Тут же институт водного транспорта. Вот недалеко, ну, речное училище. Бывшее. Так, куда тут куда пойти? Налево, направо. Ну, сюда пойдем. И там какая-то ярмарка осенних даров природой, ну, овощей, овощи у нас в основном выращивают тут фрукты-то. Тут они не созревают у нас фрукты. Из фруктов одна ягода, это арбуз только растет. Жата, это я не знаю как. Ну, наверное, на открытом грунте, я думаю, выращивают. Ох, тут смотрите-то чудеса. Дорогу сделали эту. Тут вообще была какая-то убитая, ну такая грунтовочка. А вот сделали. Ух ты, смотрите, как они молодцы, играют в футбол, не сидят за компами. Если бы они еще не матерились, а то, знаете, у нас почему-то считается мат, это что-то такое, типа ты как взрослый уже такой, самостоятельный. Но это просто-напросто, ну вот со стороны это просто бескультурье. Типичное бескультурье, поэтому надо как-то... А, вот, смотрите, тут эта техника стоит. Сегодня суббота, поэтому они не работают. Ну, просто мат это бескультурье. Это очень неприятно слышать. Это я был там во многих как бы городах таких, которые на Черном море, там в Сочи, в Крыму был, в нескольких местах там. И вот идешь и, ну, идет группа девушек, допустим, такие красивые, все одеты там. Даже нельзя сказать, что они какие-то бедные там из каких-то таких слоев люмпинов, да, знаете, маргиналов, каких-то обществ. Ну, то есть такие. И вот как они рот раскрывают, я не знаю, уши затыкай просто. Трехэтажные матершинные слова. Вот. Это неприятно. Просто неприятное ощущение в отпуске, конечно. Об отдыхе сразу портится. Ты как бы думаешь, ты приехал отдохнуть от этого всего, там, чтобы как бы, ну, от всей этой грязи там городской и так далее, отдохнуть от всего. Это вот мало того, что вот этой грязи, там улицы, там машины, да, скопище людей, ты еще думаешь как-то, ну, духовно отдохнуть. А нет. Поэтому такой отдых
однобокий получается. Поэтому надо, когда в отпуске, да, вы находитесь, надо куда-то уезжать в какую-то глухомань, где людей самый минимум. То есть не надо ехать там в крупные какие-то города типа Сочи, не знаю, Ялты, где вечно там. Кстати, я заметил, что матерятся везде, в общем-то, да, но, по-моему, вот в Сочи больше мата я слышал такого. Как бы там больше людей со всей России туда, в Крым-то уже едут как бы уже те, которые люди любят Крым, которые, значит, какой-то культурой, я бы даже так сказал, уровень вот. Те, кто ездит отдыхать в Крым, и, допустим, в Сочи, он людей отличается. Да. В Сочи все-таки ездят больше какие-то маргинальные личности, такие простые совсем, деревенские какие-то, такие с бабками, знаете, заработали там кучу бабок где-то там, и вот они поехали. А в Крым нет, тут уже люди такие более культурные, я бы сказал, ездят. Во-первых, поездка связана не с неким риском, да? Он может быть надуманный, но все равно, поэтому решиться на нее так вот не каждый сможет. По крайней мере, с кем я разговаривал, да, многие просто боятся в Крым ездить в данное время, напуганы люди. Так, ладно, вот я хотел, в общем-то, вам показать. Сегодня 21-е, утром выпал снег, снежок выпал, поэтому будем радоваться первому снегу.